Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашей сегодняшней презентации, нашего занятия – это климат. Для того, чтобы мы знали, что такое климат, мы должны сначала разобрать направление, что такое погода и что такое климат. Для того, чтобы знать, что такое погода, погода – это совокупность состояния нижних слоев атмосферы в данный момент времени, когда мы наблюдаем. Погода может быть теплой, холодной или экстремальными случаями. В погодные условия входят температура воздуха, атмосферные осадки, ветер, давление и так далее. Так, а что такое климат? Климат само это совокупность многолетних данных и формирующих при различных условиях. По климатические данные мы можем сказать, как это многолетний режим, состояние климата, и к ним относятся такие факторы к климату. Это температурные условия местности, влажность воздуха, атмосферное давление, направление и скорость ветра, световые пояса и климат и почвенные состояния. Также мы климат можем характеризовать как среднемноголетний режим, что по температурам, что по осадкам в данной местности. Как мы видим, если идет дождь или какая солнечная погода, это состояние погоды, а не состояние климата или характеристики данной местности. Основными характеристиками климата при изучении климатических факторов больше всего делает уклон на влажность, или, как мы в основном отмечаем, количество выпавших осадков и температурного режима местности. Какие факторы образуют климат? Как мы видим из данного рисунка, основными факторами формирующего климат это подстилающая поверхность, как оно прилагает и какие имеет свойства. Влияние океанов и морей, само рельеф, также орографическая местность влияет сильно на климатические условия местности. Также широта. Чем мы дальше от экватора, тем наши климатические характеристики более мягкие. Чем ближе мы к экватору, тем наши климатические величины по температуре воздуха наиболее значимые и очень жаркие климатические пояса. Также влияет на климатические факторы это общая циркуляция атмосферы. Общая циркуляция атмосферы в основном переносится с океанической поверхности различными воздушными массами. Так, как влияет солнечная поверхность, солнечные лучи на климатические величины? Из-за того, что солнечные лучи попадают на земную поверхность неравномерно, а под различными углами, так климатические параметры разных поясов имеют свои особенности. Это, как мы видим, тропический или экваториальный. Тропический климат, в свою очередь, разделяется еще на три зоны: умеренные и полярные зоны. В основном это все зависит от солнечных лучей. Как мы видим в данном слайде, чем мы дальше от экватора, тем угол падения солнечных лучей более пологий. И под тем, как оно попадает под различными углами, количество солнечного тепла меньше попадает на земную поверхность. На экваторе в основном больше всего попадает солнечных лучей, и экваториальная часть в основном самый жаркий климатический пояс нашей земной планеты. Два полюса, которые отдалены от центра, они более суровые, холодные. Из данного слайда мы можем охарактеризовать климатические состояния данной земной поверхности. Полярные широты – самое холодное место, или круглый год там наблюдаются отрицательные температурные
величины. Умеренная широта имеет летний и зимний сезон. Летом здесь данная температура воздуха превышает 0 градусов Цельсия, а в зимний период она опускает ниже 0 градуса Цельсия. И экваториальная широта. Экваториальная широта это в основном наблюдаются самые высокие температуры данной местности. И в летний период и в зимний период температура воздуха не опускается ниже 30 градусов Цельсия и имеет только сезон дождей в зависимости от муссоновой циркуляции. Также, как мы говорили выше, от солнечных лучей климатические пояса земной поверхности разделяются на следующие величины. Экваториальная климатическая зона, в основном экваториальная, мы отмечаем именно на материках. Дальше идет субтропический климат, субтропический, тропический, субэкваториальный, субтропический, умеренный, субарктический и арктический климат. В основном экваториальная зона это самая сухая и жаркая зона. Субэкваториальная это зона жаркая, но имеющая влажность воздуха. Тропический климат это сухой, который имеет один минимум, один максимум. В экваториальных зонах мы наблюдаем 2 максимума и 2 минимума температуры воздуха. Также в субэкваториальных зонах. Субтропическая зона это зона увлажнения. Как мы можем увидеть из данного слайда, Таджикистан также находится в зоне субтропического климата.